сегодня мы собрались такой тесной компанией, и я вам хочу представить моих гостей. Батыр Даскиев, выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1978 года, как я уже упомянула, первый председатель Союза театральных деятелей Ингушетии. Заслуженный артист Ингушетии. И человек, который, в принципе, сделал очень много для уже мало того, что создания ингушского театра, но уже при Ингушском театре, в данном случае в Назране. И Султан Гайсанов, народный артист Республики Ингушетия, ныне председатель Союза театральных деятелей, уже 20 лет, да, бессменный председатель Союза театральных деятелей по Республике Ингушетия. Я бы хотела вспомнить, так как в той передаче мы говорили о поступлении непосредственно этой студии, в которой было 25 юношей и девушек ингушей, о том, как они учились, и о возвращении. А вот сегодня я бы хотела, чтобы мы в продолжении той темы поговорили о том, как тогда Чечено-Ингушская республика вас встречала, что было первоосновой и вашим желанием, насколько я помню, было самым большим желанием это создание ингушского драматического театра своего. Батыр, слово вам. В старом здании театра Хампаши Нураделова мы давали первое наше представление. Первое – это то, что ленинградская наша работа, «Слуга двух господ». И самое потрясающее для нас было то, что из Малгобекского, и Назранского района, Сунжинского района, не говоря уже о тех, кто проживал в самом Грозном, приходили люди, зрители, и для них это было событием неординарным. И вот эта встреча еще раз подкрепила наши силы и дальнейшее желание работать в этом театре. Надо указать еще, в принципе, хотя в дальнейшем был довольно тяжелый впервые мы, в принципе, приехал в нас не как театр, хотя мы с этой надеждой, в принципе, приезжали, а как просто Чечено-Ингусский театр впервые как улили. Потом пришлось, в принципе, добиваться даже при Чечено-Ингурском театре, чтобы это стало ингурской труппой, чеченской труппой. На две это разделились. И даже этого пришлось добиваться. Но самое поразительное было то, что мы приехали, застали здесь Цискиева Магомеда и Хадзиева Магомеда. И вот если Цискиева мы узнали еще в Ленинграде, то Хадзиева Магомеда здесь мы встретили. И это было то, что нас грело на месте, которые нас адаптировали к этому месту. И то, что они говорили, вот мы столько лет проработали, мечтая о том, что на ингурском языке. Так, я в Санкт-Петербурге юху Галай Бахтар. Ночи Галай студии, а там Галай Дух Бахарсевич. Вот Сухан Тишексо, Сайлевич, Ханцер Жисти Бян, Бог би Цабяхач, Худик, труп, театр, Хоз Галай Метал, Бог би Иш. Трудности, конечно, были. Трудностей было очень много. Нам, в принципе, не было еще обеспечено ни место проживания, ни дальнейшее нормальное, в принципе, существование. Приходили за каждого. За это время мы, наверное, поменяли 2-3 общежития, поменяли на заводе с рабочими, то есть разных кидали, пока из-за наших же требований, наверное, впервые, и как для работников культуры, построили общежитие «Актер». Построили. То есть на всех, не только творческом, но и бытовых условиях, во всех сферах
приходилось тратить и нервы, и воевать. Дипломных спектаклей сколько было? У нас, когда мы возвращались, 3-4 спектакля у нас практически было. Одетые С одеждой, а вот «Соловьиная ночь», даже декорацию, в принципе, передали, костюмы, «12-я ночь», «Слуга двух господ» и «Коварство и любовь». И притом нам там, как бы в подарок, шикарнейшие костюмы европейские подарили это все. И как плюс этому декорации, я говорю, Соловин. Но проблема возникла последним, когда мы последние годы учились, стал вопрос о том, что все-таки на открытие театра у нас должна быть ингурская вещь, ингурская драматургия. Тогда мы предложили Исмовиков, потому что до нас, наверное, вот эта книга, она была в каждом доме и для каждого ингуша как бы тем глотком холодной воды в жару. Я тогда ездил к Базоркину Идрису, это был в Орджоникидзе, он был в опале, ему не писать не разрешали, ничего, это в связи с 1973 годом. Я тогда его попросил, я говорю, мы хотели бы, если бы ты написал бы по этому роману сценарий, мы хотели бы сыграть, открыть ингурский театр. Это вы еще учились? Да, мы еще учились. Он на это мне ответил, Батыр, говорит, ты знаешь, говорит, ты видишь, говорит, в каком я нахожусь. У него на лоджии, маленькая лоджия, вот здесь у меня кабинет, дети бегают по дому. И я, говорит, в данной моей ситуации, я мечтаю дописать вторую книгу. У меня практически нету времени на это. Кроме этого, говорит, это все-таки роман. Да, я понимаю, что на волне ее восприятия народом вы хотели бы сыграть, но дело в том, что роман – это другое направление в искусстве, которое действует на фантазию, на это. И у меня нет времени писать сценарий к этому. Если вы найдете, кто напишет сценарий, я могу вам позволить это. Вот такой разговор у нас состоялся, и так до конца нашей учебы нам не удалось начать эту работу в Ленинграде. И приехал сюда, первой готовой, в принципе, пьесу для открытия театра, это было Саида Чахкиева «Когда гибнут сыновья». Она не только на ингурском языке, в отличие от «Слуги двух господ». Там и ситуация, это под Малгобеком, всем знакома, наверное, эта вещь, тем более, что ее повторно сколько раз, в принципе, ставили. Вот это все, оно, в принципе, воодушевило. И сейчас, вспоминая, многие из бывших зрителей рассказывают, для нас это был шок, говорит, слышать на ингурском языке спектакль и по ингурской теме. Да, он еще настолько и остро представьте, тогда еще, в принципе, мать, которая играла в этом спектакле, это после института 20, 22, 23-летние эти играли, и на ее монологах, на этом просто зрители плакали, когда погибают все сыновья, и ее твердости. И вот это, наверное, сыграло не меньшую роль в дальнейшей нашей борьбе за создание ингурского театра. Ребята, а вот все-таки волнительно же было, наверное, да, первый выход в постановке перед ингушами. Да, да. Именно этот спектакль. Первый выход мы когда готовили, это мы уже переехали, РТКЗ назывался, театральный концертный зал, туда и русский театр имени Лермонтова переехал.
и чечено-ингушский. Тогда еще труппы не было нашей. И это было очень, конечно, волнительным. Летом это происходило в Цискиев Магомед Алгеш-Долцин. А там же летом фонтаны были поющие, и мы все выбегали через окно на первом этаже, все, музыку послушать после Ленинграда, на людей посмотреть, да, после Невского проспекта, как говорится. А он возмущался, где эти, что вы выбегаете, постоянно убегаете, где этот, где тот, где третий. Приходилось вызывать на репетицию. Ну, конечно, мы знали, для чего этот спектакль готовится. И это было очень волнительно, конечно, волнительно. Этот был переполнен. Во время генеральной репетиции, завтра спектакль, сегодня идет, и раз свет исчезает. Света нету. Вот у нас эти перипетии, я потом расскажу, что и в Таганроге было, то в музыкальном оркестре. Это, по-моему, в 3 часа ночи, насколько я помню. Ну, я не помню уже. Ну, это ночью, да. Ну, да, мы почти там спали. Там. Мы с эти И света нет. Ну, мы лежа текст перекидывали и прокручивали те мезосцены, которые мы будем в мезосценах будем играть. И уже на второй день мы выходим, не выспавшиеся. 28 октября. Да, я не помню, когда, ну, осенью было, да. Октября. Вышли, сыграли. Зал переполнен был, дополнительные были стулья вынесены для кто не попал туда, там лишнего билетика уже не было. Были очень много было народу. Зал, когда мы закончился спектакль, рыдал. После монолога Кадзоева Айшет, она очень сильно тянула эту роль. Ну, каждый, я думаю, свою роль сделал там отлично. Безусловно, безусловно. Это было что-то, какой-то бум был. Это радость и для зрителей, радость для нас, что мы впервые на ингушском языке, после восстановления нашего театра ингушского, который до того, сколько прерывал свою работу, здесь не театр, а просто приехали актеры, которые сыграли на отлично. Вот это была радость. Там же Магомед Хадзиев играл, по-моему. Нет, Магомед Хадзиев потом играл, да, здесь, в Назране. А тогда все были молодые, не играл. Цискиев отца играл. Единственный. Да, а мать играла Айшет Кадзоева, да. Уже не говоря там, Шамсудина играл Тхостов Мурат, Наурби играл или Адлопа, или... Адлопа играл, да. Беков играл повара. Да. Или наоборот, он постоянно голодный был. И он по жизни был постоянно голодный. Ну, это шутка. Кто там еще? А, Боков играл старшего сына. Для нас это был, как тут говорит, воздух такой чистый, горный воздух был. И потом мы должны были играть уже вторая, третья премьера должна была быть. Ну, нам сказали, что людей оставят, в армию не заберут. Тогда 1,5 года, кажется, было. Ну, их отвезли в Ростов, и все. И потом мы уже в других... Премьеры не было, потом ввели других людей. После первой премьеры Да, вторую да. уже не смогли. Не смогли, вторую и третью не смогли играть, потому что зрители очень много просили билеты, покупали билеты, но не смогли. Ну, потом, когда в армию ушли, осталось там 3, и девочки все были наши. Ну, тогда мы решили поставить спектакль. А тогда у нас работал завлечь частью Саид Чахкиев, писатель. И решили написать пьесу «Мой мальчик». Он решил написать музыкальную пьесу. Больше девочек. У нас все пели же, двигались, я говорил, и все с вокальными хорошими данными были. И решили поставить вот этот «Мой мальчик». Да. И там я играл, старика играл. Да. И в то же время как раз поставили спектакль «Кремневое ружье». Тоже Ну, первый был «Мой мальчик». Основном девочки были «Мой мальчик», потом «Кремневое ружье». Вот в наше отсутствие, я говорю, вот это время поставлено, вот эти спектакли были. Цискиев Магомед ставил. Да.
Ну и мой мальчик... Да, мой мальчик пошел тоже на ура. И мы больше выезжали, и в пригородный район выезжали, мы по селам ездили. К нам подключился Идрис Базоркин, он со своими детьми приходил, куда мы не приезжали. Он очень рад был, что, тем более он был связан тоже до того с театром. И он приходил на спектакли, и Махмад Гири был, Саид Чахкиев с нами постоянно выезжал. Хотя не надо было ему ездить. Вот и радовали мы нашего зрителя по пригородному району. Зритель принимал очень хорошо. Это уже, когда я приехала, Да. я помню, мы по пригородному району поехали, и один спектакль, ты помнишь, Хайк Шабуслан, когда надел? Да, шубу надел, да. Да, это Салтамаковая шуба. Да, Саид потом недовольный был. Говорит, Помнишь, да, ну что это пригородный? пьесу, говорит, что вы делаете из пьесы там? Саид действительно Возмущаться нельзя. Возмущался. Но он возмущался, когда и мы репетировали. Ну, по закону, это писатель, без писателя нельзя оттуда слова выбрасывать. Но если без это, его ведома. да, без его вида, ну, юридически это. А потом он упирался. Ну, в Циские Магомед, ну, это нельзя, тогда 3 акта или 4 акта надо играть. Ну, потом все, он разрешил, потом он, да, говорит, оказывается, надо было. Сам доволен. Сам доволен был. Но он лаконичный, Да. компактный получился. И вот Ну, вокальный очень такой был, очень интересный спектакль был. Очень много, особенно на переводах, многие, в принципе, авторы, которые делали, мы потом месяцами сидели и правили вот эти переводы, потому что у нас подход был, актерский подход, как разыграть ту или другую роль, как и что будет более, по-моему, Ну вот на жемчужиной. Драматургический язык. Ревизора, когда делали, мы сколько там сидели, Да. Саид переводил. А потом сказали, что на русском языке звучит не так, как на ингушском. На ингушском, оказывается, лучше звучит. Он действительно звучит. Да, ну, ревизор, он на все времена, Гоголь-то, он... Между нами крылами. Да, Ну да. Как, то время. Да, ну, да. Помнишь этого? Много, Да. много очень вышло в народ, как А как там пословицы, как Махмад Гири играл Хадзиев землянику, земляник. как он подслушивал, когда бросал платок, и так, а тот смотрит, он ему сапоги вроде бы чистит, а сам подслушивает, что он говорит. Но это была оценка, это, я говорю, только мастер может такое делать. Что они вытворяли, что Махмад Гири, то Циские Магомед. Ребят, а вот кем они были для вас? Вот, они, ну, мэтры уже, люди, которые прекрасно владели этой профессией. Вот что-то было вот такое, что между вами градация какая-то? Нет, у нас грани не наоборот. было. Мы еще учились у них дополнительно, потому что теория, практика-то дает о себе знать, как говорится. Они рады были. Граней никаких не было. И шутили. Вот Махмад Гири, это вообще был же Очень шутник тепло такой, встречали. серьезно шутил. Когда его спрашивали, говорит, а Султану сколько лет, Махмад Гири? Он говорит, да, сколько лет? Да когда мы в Казахстан нас, говорит, выселяли, говорит, он меня, говорит, в люльке, говорит, качал. Это я его качал в люльке. Султан. Да, шутили. Да, А это вообще, было. очень коммуникабельный же он был человек. Очень коммуникабельный. Когда мы на выезда выезжали, допустим, Малгобек на неделю, на 2 недели, а его супруга всегда ему там в фольге, у него курица бывала. А мы что, как студентами привыкли, там хлеба чуть-чуть это. И к Махмад Гири уже начали там. Да, Не только курицей иногда, угощал даже, в нас принципе, постоянно. находясь в этот, он сухарики, она готовила сухарики и приносила в театр. Для нас это было как раз той подпиткой, которая необходима для Да, нас. или он был завтрупой же у нас. Помнишь? Да. А я очередной раз там, а у него очелки было под столом там, и туфли были так, он переодевался, приходил. Я раз туда, и смотрю, что-то, а там вот такое, вот, как до белой бумаги, крупными буквами, Султан, поставь бутылку. Очелки. Кто-то ему сказал, что я пью. Очелки, да. Да, интересно было. Но при этом вот всегда была вот эта атмосфера
шутливости, атмосфера. При этом вот я знаю, что никогда вы не нарушали вот этой нормы старшинства. Ну, это, конечно, Никогда не, не переходили. Да. И Да, да, да. как-то не ставилось там во главу угла, но это все время подспудно рядом шло. Да. Они старшие, и к ним уважение. Потом Русик же Налбиев придумал этому Цицкиеву Гриншпан. Да, да. Ну, Как это вписалось тоже. Ну, наверное, здесь играла роль еще то, что уже там, когда мы учились, у нас отношения как братья и сестры, семейные, вот такое отношение между собой было. А тем более туда Долчхана, когда ехали туда, родители просили, будьте братьями, смотрите, мы вот доверяем вам, Ну, отпускаем старший за девочек. младшими, там, чтобы они... И у нас кто старший там, хотя в то время старший там пару месяцев старше, пару месяцев младше. Старшие братья, Ну. старшие сестры, они всегда, мы как родственники стали уже. Чисто как Знали семья, друг друга, как чистая приходили семья. там, когда И вот приезжали эта на каникулы. семейность, перенесенная уже, когда мы вернулись сюда, вот эта семейность, она и в дальнейшем, в принципе, Она до сих помогала. пор живет. Да. Помогала это самое. И уже наши дети, простите. Да, да, знают наши друг друга. дети стали Да, настолько да, между Да, собой. да, да. собой, что- Ты и сама, наверное, помнишь, когда уже с Воронежа, ты же первое как раз дополнение, которое это самое, приехало к нам, как тебя восприняли, как это... Ну, мы Тбилиси. младших принимали, вот, с Тбилиси, когда приехали, они мы не делали так, что они там младше, ну, мы на уровень ставили, чтобы они не... Потому что, когда ты играешь в спектаклях, это вот эту вот если стену там ставишь между собой, уже и роль не получается. И это, а вот так до того и шутили с ними, и подкармливали, и сами, хотя в общежитии жили там. А ну пойдем, там, у нас уже опыт-то был там небольшой, как это делается все. Вот так вот жили, как родственники, как братья, как Вообще была, сестры. Такая очень теплая, близкая, родственная атмосфера в труппе. Вот что нам, мне кажется, все время вменялось в вину, и все время шло вот это вот желание нас раскидать, разъединить. куда-то. Ну да, это же делалось. Мы же, если бы... В принципе, вот оно пошло даже в наших спектаклях. Почему всегда все отмечали, все критики, студийность. Да. Студийность, что Да, она студийность, да. прослеживается в каждой постановке. Ну вот, Таганроге я вот тогда говорил, что Да, тоже ведь свет, Таганроге. свет у нас вживую идет танец там, и живой оркестр у нас свой был там. Они в оркестровке там, и только мы выскочили, в па стали там, и света нету. В зале есть, везде свет есть. На сцене. А нет, Для в оркестровке оркестра, для нет. этого отключили. нет. И мы все встали, и без музыки начали. Танец четко, я говорю, ну это было, ну, мы друг друга-то знаем, как все. И раз музыка заиграла, и зритель даже не понял, да. Как будто так и Зритель должно даже быть. не понял, там, что случилось. И да, когда мы приехали, там были известные актеры Смоктуновский, там, ну, известные были, Свердловский, те, которые за границей не выезжают, они играют. Когда мы приехали, мы единственное, это как... Национальный театр. Не театр, а как труппа, как... 85-й год? Да, приехали, на нас так смотрели, там, с этого, с провинции приехал там какой-то, что-то. Смоктуновский, я помню, мы в лифте едем, вот так смотрели. Когда мы сыграли спектакль, а там все актеры приходили, другие спектакли смотреть, когда они не играют. Когда мы пришли в зал после сыгранного спектакля, все жюри там говорят: извините, вот ваш, говорит, вот сюда проходите. И нас попросили, мы по одному спектаклю должны были играть. Все Нас сыграли. попросили сыграть Второй. еще раз. Спектакль. Мы стали дипломатами. Чаханте был, это как международный да, фестиваль. Нас попросили, чтобы мы сыграли, и мы стали дипломатами в Таганроге со спектаклем Чехова, юбилей называется, да. И там уже, а там старый театр еще при Чехове был построен итальянцами, замечательно, там Поэтому там слово чеховский. говорить шепотом можно, микрофон не надо ставить. И когда мы уже сыграли, там ведущая актриса была, я говорю, хочу... А у нас двух вариантов был, на ингушском и на русском. На русском. Я, говорит, хочу с вами поехать, говорит, я работать хочу с вами.
Да у нас там условия, любые условия, говорит, я поеду, говорит, с вами. До того она влюбилась в актеру, как мы играем там. Это, а когда мы выезжали, нам же не разрешили это играть на русском языке, а там был что только на русском надо играть. А самое И нам интересное, даже это добиваться пришлось, да, секретарь через- была, Яндиева Зинаида была там секретарь, а мы утром пошли около обкома ее, когда нашла на работу, встретились, и говорим, вот так, нам не разрешают ехать, только на ингушском языке должны играть, а там не разрешают, только на русском надо играть. Она говорит, как, кто это не разрешает? Она по идеологии была секретарь. Кто не разрешает? Родной язык ингушский и родной язык русский. Кто это не разрешает? И нам вот так вот и разрешили. А тогда, когда мы были там в Таганроге, был Власов такой, первый бывший секретарь. первый секретарь. Он уже в Ростове был. И когда мы все отыграли, приехали, узнали, что мы дипломаты, вызвали парторга, комсорга, 2-3 человека туда, в обком партии, и зачитали благодарность Власова. Спасибо такое. Ни в прессу, ни по радио, ни по телевидению это было как-то закрыто. Я не знаю, почему. Еще очень интересный момент был прямо на сцене, когда мы отыграли спектакль. Аншлаг был, весь зал, в принципе, стоя аплодировал нам. И всем, море цветов, букеты цветов выносят нам. Вот мы несколько раз на аплодисмент, на овации выходим вперед. И тут, чисто на воодушевление как-то само собой возникло, мы начали букеты бросать в зал зрителям. После этого, когда мы собрались, журналисты такой, откуда вы узнали? Что мы узнали? Вы знаете, еще с дореволюционном вот этом театре был такой обычай, когда на премьере, когда зрители дарят букеты актерам, они, наоборот, своим зрителям возвращают. Симпатии свои потеряли, Откуда да? вы об этом? А мы не знали, мы, естественно, сами это делали на реакции. Вот такие нюансы бывали. И не только там, в принципе, и в Московске, в Амхате, там когда с ревизором. Здесь не могу не сказать. Гениальная была работа Махмадгири Хадзиева, юбилей. Да, он играл, без слов играл, генерала он играл, да, смерть чиновника. Вот у него, и весь зал там ему аплодировал. Человек, это мастер, мастер был, да. Да, каждый грим этот. Да, это был актерище был, Махмадгири. Да. А вообще, как вам кажется, вот какая была самая такая запоминающаяся роль у него? В «Ревизоре» я уже говорил, земляника, это земляника, это незаменимый был. По-моему, не запоминающийся там и не было. Да вообще и в «Моем мальчике» он этого корреспондента, штате у вас корреспондент Во был. многих, практически почти во всех спектаклях. Потом, когда «Арба» перевернулась, он там играл, да, тоже очень сильная роль была у него. Да во всех спектаклях у него не было, они отличались одна лучше другой. Ребята, учились мы у него? Ну, конечно, конечно. Конечно, конечно. Это, я же говорю, это в принципе явился как бы мостик между нашей учебой, судимостью там и переходом к профессиональному этому. И не только учились, важно то, что они в нас поддерживали вот эту веру, необходимость театра, необходимость искусства для народа. Вот нашу жертвенность, в принципе, поддерживалась ими. У них было вдохновение, потому что все это время они играли, хотя считался ингушский театр, но ни один спектакль не был на ингушском языке, они 2 ингуша были, актера там. Да, всего И для них это было что-то такое. Для них свежий это пополнение, воздух. дыхание, это то, Они- о чем они мечтали Да. все Ну время. и говорили, да, постоянно, смотрите, это так, это вот так, а это вот, мы слушали, потому что они
имели опыт большой за спиной своей. Ребят, это все безумно интересно, и я думаю, что это не последняя встреча, когда мы говорим о нашей жизни, о нашей работе, поэтому, я думаю, мы еще кое-что оставим для нашего зрителя на потом. А пока, уважаемые телезрители, мы с вами попрощаемся, и я бы хотела еще раз представить моих гостей сегодня. Это Гайсанов Султан, народный артист Республики Ингушетия, председатель Союза театральных деятелей нынешний, и Батыр Даски, заслуженный артист Республики Ингушетия и первый председатель Союза театральных деятелей по Ингушетии. Так что два человека, Два председателя сидят, да. нынешний. И на этом мы с вами прощаемся. Мяш Алтшадикин.